Здравствуйте, друзья! С вами Лара Володина, и сегодня приятный ролик о пристроенных счастливчиках, которых мы с вами спасали в прошлом и позапрошлом годах. Как всегда, сначала несколько кадров из Якутска, где жили, потом была Москва, передержка, долгий пиар, и уже показываем, когда они в семье или на передержке в Европе у наших волонтеров. Итак, об овчаре Ральфе. Спасала я его из ППЖ перед закрытием на карантин в числе 13 собак. Спасала быстро, спешно. Был это 22-й год. Страшное время начиналось тогда у собак. Закрывали их надолго, не пускали туда никого. Год или типа того. Просидели они в одиночестве. Много тогда собак сгинуло, много погибло. Таких же замечательных, как и этот Ральф. Это умный пес с мозгами овчара. И несмотря на красоту и все характеристики, просидел он у нас на передержке 2,5 года. А уехав на пристройство в Европу, пристроился там за 2 недели, где его любят и много с ним занимаются. Попал в хорошую семью, к хорошим, добрым людям. Будь счастлив, замечательный Ральф. Бородатик из ППЖ, 2023 год. Попав туда, в это ППЖ, он злобно лаял на собак, скалился. И я на таких обычно не обращаю внимания. Но были люди, которые очень просили его спасти. Я надеялась, что они заберут его сразу, но этого не случилось. Я его забрала, и он завис на мне на полгода. Хорошо, что характер оказался замечательный. Приехав в Москву на передержку, со всеми подружился там, не доставлял хлопот. И лишь только через полгода уехал на пристройство в Европу. Зовут его теперь Сойс. Спустя некоторое время и ему там нашлась семья. Не зря спасала. Теперь он счастлив. Теперь в семье все не зря. Ich kann mal hier nicht sein. Ja, mein Deutsch ist nicht gut. Ach so, wo kommst du her? Wo are you from? Девчушка Таша с грустными глазами в ППЖ. Осень 23-го года. Она не умела улыбаться. На ее глазах разорвали черного сородича в этом вольере. И этот ужас как будто застыл на ее лице. Она всегда как бы напугана. Пристраивать таких особенно тяжело. Такие зависают. Но вот для нее выпросили местечко на передержку в Германию. Но и там ей не везло. Приходили, смотрели, но вот не складывалось. А между делом передержка уже привыкала к ней. И Таше нравилось у этих людей. И люди решили, наконец-то, оставить ее себе. Ведь у нее нет недостатков. Скромная, степенная, вдумчивая, ненавязчивая. Будь счастлива, Ташенька. Тебя любят. И живи дальше в память о тех, кто не спасен в этой суровой схватке с жизнью. Голубоглазую красавицу Талу местная жительница Якутска подобрала, бегущей по дороге среди машин. Случай спас ее. Случайно не задавили машины. Подобрала женщина и очень просила меня забрать ее из Якутска. Конечно же, в Якутске ей не выжить. И осенью, через несколько месяцев, она приехала в Москву. Ну и, как всегда, передержка, сдача титров, ожидание. И вот уехала, наконец-то, красавица Тала на пристройство в Германию. Сейчас она на передержке находится там. Веселая, жизнерадостная, неунывающая, ищет семью. Hallo, Tala, was ist los? Hallo, 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 hallo. Du kleiner Welpenwind. Hallo, 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 hallo. Hallo, 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 hallo. Hallo, hallo. Was ist los? Hallo, Schatz.
черную, мохнатую, покусанную, с окровавленной шеей, красивую, большую, скромную, я увидела на будке в вольере ППЖ. Если на будке, значит, под будкой уже покусали, значит, не дали подойти к еде, если это можно назвать едой. И вот такую, со склоненной головой, я забирала с ППЖ, несчастную и беззащитную. Потом там же, в Якутске, покусали ее уши уже на передержке, видимо, кровью пахло. В общем, прошла она свой путь спасения. Потом была Москва, пиар, передержка, все как обычно. И вот только сейчас у нее все наконец-то хорошо. Она спокойна, она в любви и неге. Будь счастлива, дорогая Чара. Наша белка уехала в семью Юлии в Екатеринбург. А провожала ее вся дружная компания с передержки, где она обрела много друзей и была авторитетом. Это та самая белка, которая в ноябре осталась без хозяина. Помните, я рассказывала, хозяин у нее повесился. А еще годом ранее он забирал ее тощей из ППЖ. И жила она у него в будке на цепи и даже была беременной. Оставшись одна после смерти хозяина, беременную на цепи в мороз минус 40, никому не нужную, забрали мы ее тогда, простерилизовали, и в декабре она приехала в Москву на передержку. И вот эта белка теперь уехала в семью второй собакой. Все, белка уже загрузилась. Ее очень ждали, очень тепло приняли, и хозяйский граф оценил новую подругу, ее характер. Теперь веселее было бегать по участку, живут дружно, иногда бегает за кошками поиграть, к чему они еще пока не привыкли. В общем, притираются. Не скучно всем. Юлечка, спасибо большое, огромное, что в нашей стае стало на одну собачку меньше. Как же я мечтаю, чтобы их стало на 50 меньше. Будьте счастливы и здоровы. Черную девчушку Асту забирали перед закрытием ППЖ на карантин. Помните? На вечность. Если кто не знает судьбу тех 700 собак, приговоренных нести крест якобы больных бруцеллезом, заболеванием крупного рогатого скота, за которых мы боролись, помните? Чтобы их не усыпили, писали во все инстанции, и вы тоже писали. Так вот, их не усыпили. Хуже, их упекли в отдельный блок, как опасных для человека. Туда не вхож был ни один волонтер. Туда редко доносили еду. Там собаки сходили с ума и загрызали друг друга от голода. Они уходили постепенно и больно. А мы с вами успокоились. Вроде как отбили от эвтаназии. А дальше история покрыта мраком. Просто собак нет в живых и нет собачьего лая в этом секторе. Вот так побеждают чиновники, пуская нам пыль в глаза. К чему я это говорю? Этой черной девчушке тоже бы не было в живых. Тогда я успела 3 спасти из черного списка. Конечно же, сдали по приезду в Москву анализ на бруцеллез. Конечно же, он не подтвердился. А значит, все 700 собак погибли здоровыми. Просто так было угодно властям найти способ сократить численность в ППЖ, и они его нашли. Ну а наша девочка Аста уехала теперь на пристройство в Германию. Она уже в хороших домашних условиях, не в вольере у замечательных людей. А ответственные волонтеры, наши теперь друзья, ищут ей хорошую семью и держат нас в курсе. Буду и вас держать в курсе, и в последующем покажу ее судьбу. Друзья, ну и хочу сегодня вспомнить историю жизни нескольких собак на свалке в Якутске. Это всем знакомый, брутальный, большой и очень скромный Пьеро. Вы все его помните. Он выживал где-то на окраине, на помойке, уйдя от людей, чтобы их не раздражать. И вот к нему прибились 3 девочки-подростки и малышка-букашка. Тогда я забрала и Пьеро, и девчонок, которых он опекал, и малышку-букашку. Все они прошли через меня. И вот сегодня мы получаем привет от самой маленькой веселушки из этой истории. Звали тогда ее Букашка, так называли волонтеры. Потом прозвали Читой.
Ей больше всех повезло. Она с самолета в Москве сразу поехала в семью Евгения. Много им пришлось потрудиться, чтобы воспитать ее, но они ее не бросили и не вернули мне назад. Теперь ее зовут Дина. Она умница и член семьи. Вот приветы от этой малышки. А ведь прошло 4 года. У нее есть друг Джонни и котик подобранный Рыжик. Со всеми она дружна, весела и счастлива. Пожелаем им счастья в этой семье. И спасибо огромное Евгении. Конечно, у нас есть счастливые моменты, эти пристройства. Но на фоне проблем и несчастий они смотрятся каплей в море. Поэтому и ролики получаются редко. Вот, например, сегодняшний ролик. Конечно, я благодарю всех вас, моих подписчиков. Без вас не было бы спасений и не было бы счастливых историй, потому что все, к сожалению, завязано на финансы. Но мы есть, мы живы и очень стараемся, чтобы историй таких было больше. И работа по пристройству ведется ежедневно. Работа невидимого фронта. Спасибо, друзья, что помогаете, что с нами. Спасибо, что видите, насколько тяжело и что не все успеваю. Спасибо, что вы есть.